بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: сегодня я ради вас усовершенствовал для вас вашу религию и довел до вас полностью свою милость. И я доволен для вас в качестве религии ислам. Этот аят, которого касаются 10 вопросов, про которые говорил шейх Мухаммад Амин аш-Шинкити рахимахуллах. И некоторые из них первые 3, про которых мы уже говорили. Первое – это ат-таухид, единобожие. Второе – это аль-вааз, наставление. Третье – это аль-фарку байн амали салих ва гайрихи, разница между благим деянием и неблагим деянием. И сегодня четвертое, про что говорит шейх Мухаммад Амин аш-Шинкити рахимахуллах, это аль-мас'алату рабиа, аллати хия тахкиму гайри шар'и аль-карим. Это правление и судейство не по закону Аллаха Азза ва Джаль. И шейх Мухаммад Амин аш-Шинкити говорит, что Коран, то есть Аллах Азза ва Джаль в Коране ясно разъяснил, что правление не по закону Аллаха Азза ва Джаль, также судейство не по закону Аллаха Азза ва Джаль, это является явным куфром, явным неверием. И также это из того, что шайтан, то, что повелевает шайтан некоторым людям, которые следуют его пути. И когда же шайтан внушил некоторым куфарам Мекки, чтобы они спросили пророка, алейхиссалату вассалям, про овцу, которая умерла сама, чтобы они спросили, кто же ее убил. На что пророк, алейхиссалату вассалям, ответил: Аллаху каталяха, ее убил Аллах Азза ва Джаль. И этим он хотел, чтобы он среди людей распространял свои шубхи, свои такие сомнительные вещи. И после этого он внушил им, чтобы они спросили: то, что вы зарезали своими руками, является халалом, а то, что зарезал Аллах Азза ва Джаль своей рукой, является харамом. Неужели вы, получается, лучше, чем Аллах, валь-аязу биллях? На что пророк, после этого Аллах Азза ва Джаль ниспослал аят из Корана: «Ва инна шаятина ла юхуна иля аулияихим лиюджадилукум, ва инна та'тумухум иннакум ля мушрикун». Аллах Азза ва Джаль в этом аяте говорит: поистине шайтаны, то есть эти дьяволы, они внушают своим помощникам, то есть тем, которые следуют им, внушают им, чтобы они припирались с вами. Если вы станете повиноваться им, то вы окажетесь в числе многобожников, говорит Аллах Азза ва Джаль. И в этом аяте то есть ясное указание от Аллаха Азза ва Джаль, что человек, который следует путям шайтана, особенно в том, что узаконил Аллах Азза ва Джаль, оставляя законы Аллаха Азза ва Джаль и следует законам шайтана, или же следует законам, которые придумали люди. То есть само понятие ат-тахкиму гайри шар'и аль-карим, это, то есть правление не по закону Аллаха, имеется в виду законы, которые придумали люди. Законы или же ахкамы, которые придумали люди от себя, чтобы править или же судить между людьми. То есть это, как сказал уже шейх, является явным куфром, явным неверием. И в этом аяте Аллах Азза ва Джаль клянется, что те, которые будут следовать пути шайтана именно в этих вопросах, они являются из числа мушриков, являются из числа многобожников, валь-аязу биллях. И также Всевышний Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: «Алям а'ад илейкум я бани Адам алла та'буду шайтан». Аллах Азза ва Джаль говорит: разве я не завещал вам, чтобы вы не поклонялись
чтобы вы не поклонялись шайтану, алейяду билля. Иннаху лакум адуву мубин, поистине он является для вас явным врагом. И в этом аяте Аллах Азза ва Джаль указал, что следование шайтану в том, что он указывает им из дел правления, из дел судейства, является большим куфром, является ширком, также является поклонением шайтану. И также, то есть много аятов про это, где Аллах Азза ва Джаль говорит, где про Ибрахима, алейхиссалям, где говорит Аллах Азза ва Джаль, когда Ибрахим сказал: «Я абати ля та'буди шайтан», «О мой отец, не поклоняйся шайтану». То есть не следуй ему в том, что он узаконил из некоторых законов куфра и из того, что является недозволенным. И также в другом аяте Всевышний Аллах сказал: «И яд'уна мин дунихи илля ината ва и яд'уна илля шайтаном марида». То есть в этом аяте также Аллах Азза ва Джаль указывает, что то, к чему они взывают, поистине это то, то, что является следованием шайтану, валийязу билля. И это следование тому, что узаконил дьяволы. И также в другом аяте Всевышний Аллах сказал: «Кадалика зайяна ликатирим миналь мушрикина катля аулядихим шуракаухум». Также Аллах Азза ва Джаль говорит, также этим многобожникам их сотоварищи представили им прекрасным убийство их детей. То есть именно шайтаны сделали так, что им показалось повиновение им убийство своих детей. В некоторых случаях это было из-за боязни стыда, когда у них рождались девочки, а также в некоторых случаях, когда они боялись разделить с ними свой риск, когда они убивали мин хашьяти имляк из-за боязни разделить с ними то, что было им из риска. И также шейх приводит дальше, что когда пророк, алейхиссалату вассалям, когда был ниспослан аят «Иттахаду ахбарахум ва рухбанам арбаба», то есть эти люди, особенно, если имеется в виду люди Писания, они признали Господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов. Сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, Ади ибн Хатим сказал пророку, алейхиссалату вассалям: мы не поклонялись своим священникам, он сказал. И когда он сказал им это, пророк, алейхиссалату вассалям, спросил у него: разве вы не дозволяли то, что они вам дозволили, и запрещали то, что они вам запретили? На что он ответил: да. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: поистине это и есть то, что вы взяли их себе Господами, валияду билля. То есть по поводу этих куфра, судейства не по закону Аллаха, пришло очень много аятов, которые указывают на это. Также есть хадис пророка, алейхиссалату вассалям. И также Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: «Ваман лам яхкум бима анзал Аллах, фауляйка хумуль кафирун». И те, которые правят не по закону Аллаха Азза ва Джаль, поистине они являются кафирами. И также в другом аяте Аллах Азза ва Джаль сказал: «Алям тара иля алладина язумуна аннахум аману бима унзиля илейка, вама унзиля мин каблик. Юридуна ан ятахакаму иля ат-тагути, ва кад умиру ан якфуру бих. Ва юриду шайтану ан юдиллахум далалям баида». Разве ты не видишь тех, которые утверждают, что они уверовали бима унзиля илейка, в то, что было ниспослано тебе, а также то, что было ниспослано до тебя? Юридун айятахакаму иля тагут. Они хотят обращаться в судейство к тагуту. Хотя Аллах Азза ва Джаль приказал им, чтобы они не уверовали в тагута, чтобы они сделали куфр по отношению к тагуту. И это всего лишь то, что шайтан хочет заблудить их явным заблуждением. И в другом аяте Всевышний Аллах Азза ва Джаль говорит: «Афагайра Аллахи абтагhi хакаман. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين». Аллах Азза ва Джаль в этом аяте говорит: «Скажи, неужели я пожелаю иного судью?
помимо Аллаха Азза ва Джаль, в то время, как Он ниспослал вам Писание, подробно разъяснив его, то есть подробно разъяснив свои ахкамы. Как мы говорили до этого, Аллах Азза ва Джаль в другом аяте, когда сказал, что Он усовершенствовал для нас нашу религию, то есть именно такой важный аспект, то, что касается нас, это правление в этом мире. Конечно же, Аллах Азза ва Джаль ясно разъяснил, каким должно быть правление, или каким же должно быть судейство. И Аллах Азза ва Джаль говорит: те, кому мы даровали Писание, знают, что оно ниспослано от твоего Господа истиной. Посему не будь из числа тех, кто сомневается, говорит Аллах Азза ва Джаль. То есть эти аяты ясно указывают на куфр, или же неверие того, кто правит не по закону Аллаха Азза ва Джаль. И шейх Абдуллах Джибрин, рахимахуллах, рассказывает, что он когда-то был имамом в одной из мечетей в Саудии. И у него проходили уроки. То есть, как бывает в основном, когда проходят уроки шейхов, те присутствующие студенты, кто-нибудь из студентов читает его книгу, а шейх делает разъяснение. Или же, когда ученик читает аяты, а шейх делает тафсир. И им проходил аят из Корана, где Всевышний Аллах говорит: «Афату'минуна биба'д аль-китаби ва такфуруна биба'д, фама джаза'у ма яф'алу залика минкум илля хизюн фил хаяти дунья, ва йома аль-киямати юраддуна иля ашадд аль-азаб». То есть в этом аяте Аллах Азза ва Джаль говорит: неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор мирской жизни, и в день воскресения они будут подвергнуты еще более ужасным мучениям, говорит Аллах Азза ва Джаль. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете. И когда присутствующий его студент прочитал этот аят, шейх пропустил этот аят, не сделав там разъяснение этого аята. И он рассказывает: именно в этом маджлисе присутствовал шейх Абдуррахман ибн Мухаммад ад-Дуси. Это был один из машайихов Саудии, который родился в 1312 или 13 году по хиджре. И шейх Абдуллах ибн Джибрин рассказывает, что этот случай произошел именно в 1395 году по хиджре. То есть где-то лет 50 назад, наверное, да, получается. И когда он пропустил этот аят, после намаза к нему подошел шейх Абдуррахман ад-Дуси и сказал ему: почему ты пропустил этот аят без каких-либо комментариев на этот аят? Почему ты его пропустил? То есть он сделал ему порицание из-за того, что он его пропустил. И он сказал ему: поистине этот аят говорит о нашем сегодняшнем положении. То есть этот шейх Абдуррахман ад-Дуси рассказывает именно в Саудии. Он говорит, этот аят говорит о нашем положении, нашем сегодняшнем положении. Это 50 лет назад в Саудии. И он сделал ему порицание: почему же ты не объяснил про этот аят? И ведь сегодня есть люди, которые, как и иудеи и ахлюль китаб, уверуют в некоторую часть из того, что было ниспослано Аллахом Азза ва Джаль, и отвергают другую. Они берут из законов Аллаха то, что им удобно, то, что подходит для их страстей, и оставляют то, что им не подходит. И после этого он приказным тоном сказал ему: обязательно разъясни людям этот аят. Почему? Потому что именно, хоть этот аят был изначально ниспослан по поводу людей Писания, которые, особенно иудеев, которые принимали некоторую часть из своего Писания, оставляли другую. И сегодня же такое же положение, даже в их времени, в наше время такое же положение, что люди, которые, или же правители, или же судьи, которые причисляют себя к исламу, оставляют некоторую часть из того, что было ниспослано Аллахом Азза ва Джаль. Хотя в наше время оставляют полностью то, что было ниспослано Аллахом Азза ва Джаль, что является явным заблуждением и куфром. И что касается того, что
некоторые люди, у которых есть ирджа, сказали, что чтобы посчитать куфр правителя или же судью, который правит не по законам Аллаха, он должен это правление сделать для себя дозволенным. Это, как объясняют наши ученые, является из дел ирджа, из людей, у которых есть ирджа. Почему? Потому что в то, что передано от некоторых наших салафов, то, что в этом аяте те, кто не правит по закону Аллаха, они являются кафирами. И то, что передается, хотя передача от Ибн Мас'уда является недостоверной, но есть там достоверные передачи от Ибн Аббаса, от Тауса и других наших салафов, что здесь имеется в виду куфр дуна куфр. Куфр, который не выводит из религии ислама. Однако это относится к тем людям, тем правителям или судьям, которые в основе правят по закону Аллаха Азза ва Джаль, то есть в шариатском государстве. И как сказал про это шейх Ахмад Шакир, а также шейх Мухаммад Ибрахим аль-Шейх, шейх аль-Муфти, который был до шейха Ибн База, рахимахумуллах, они сказали, что это относится к тем людям, которые правят по закону Аллаха Азза ва Джаль, но в некоторых случаях 1 или 2 раза допустили, что они из-за прихоти или же из-за другого допустили, что они 1-2 раза сделали судейство не по закону Аллаха Азза ва Джаль. То есть именно по поводу этого касается этот аят. То есть выражение ученых куфр дуна куфр, куфр, который не выводит из религии ислам. Однако те, которые полностью изменили религию, полностью изменили закон Аллаха Азза ва Джаль, правят полностью не по закону Аллаха, какими бы они себя не считали мусульманами, это не дает им оправдания, что они остаются в лоне ислама. И также этому является ясным высказывание шейха имама Ибн Касира, рахимахуллах, по поводу этого аята, где Ибн Касир передает в своем тафсире по поводу аята «Афахукма аль-джахилияти ябугун, ваман ахсана мин Аллахи хукман ликауми юкинун». Разве, неужели они хотят хукм джахилийские хукмы? То есть кто же является лучшим в узаконивании, то есть делая узаконивание законов, кроме Аллаха Азза ва Джаль? И по поводу этого имам Ибн Касир, когда делает тафсир, сказал: во время татаро-монголов Чингисхан собрал один свод законов, который назывался Ясак. Он собрал эту книгу из законов или же ахкамов, таких как из Таурата, Инджиля и Корана. То есть собрал эту свою книгу для правления из этих 3 книг, которые были ниспосланы Аллахом Азза ва Джаль. И также добавил от себя некоторые вещи. То есть он придумал этот закон, и по этому закону правили люди после него также. То есть Ибн Касир говорит, это было даже среди мусульман первые, когда люди придумали законы не по законам Аллаха Азза ва Джаль. И Ибн Касир говорит, тот, кто будет поступать таким образом, или же будет судить подобным образом, то это является явным куфром. Это является куфром, и этот человек является кафиром, с которым обязательно сражение для мусульман. То есть вот эти аяты, некоторые люди, у которых есть ирджа, они всегда путают для людей, для основной массы мусульман, не договоря до конца по поводу, или касательно этих аятов, особенно аятов, где говорится про куфр того, кто не правит по законам Аллаха Азза ва Джаль. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.